Кещарак. Добрый вечер. Саламатсыз ба, сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе, Кещарак. Так, сегодня у нас прямой эфир будет на русском языке. Вот. Сегодня сәлеметсің бе, Тоғжан. Сегодня мы будем с Жадрой. Не жайлы айтатынымды білмеймін. Осылай психологтар шақырған кезде мен қандай тақырып қозғайтынын білмеймін. Жадыра білет қандай тақырыптарды қозғайтынын. Так, вот Жадыра присоединилась. Теперь жду, да, вот прямой эфирға. Как ты присоединишься? Алия присоединилась. Привет. Привет, Нуголь. Я сейчас выключу комментарий. Говорит, плохо слышно. Не знаю, я тебя хорошо слышу. Хорошо слышно. Сейчас Да. единственное, я вот интернет подключу к этому. Вот так вот. Ну, сегодня определенной темы нету. Сегодня у нас будут вопросы к Нургуль. Ну, ты, может быть, себя как-то представишь, или давай я сделаю. Давай лучше ты, потому что я скажу, что я просто психолог. Все. Ну, Жадра. И твоя ученица. Ну, ты знаешь, по этому поводу у меня есть свое мнение, что являешься ли ты моей ученицей. Вот. Наверное, да. В вопросе работы с психической травмой, возможно, да. Но мы с тобой познакомились в тот момент, когда ты уже была состоявшимся специалистом. Вот. Жадра психолог, психотерапевт, окончил факультет психологии ЕНУ, магистратуры КАЗГУ, училась везде очно, знает основы гештальт-терапии, работала в детских домах, в кризисных центрах, вот, работает во многих проектах ООН. Так что это состоявшийся психолог, который, наверное, у меня проходит определенную подготовку по работе с психическими травмами. Вот, наверное, так.
Ты лучше определила это, чем я. Спасибо. Я думаю, это я тоже немножко тебе так представлю своим подписчикам, которые сегодня тоже присоединились. А, Вот, и, наверное, сразу перейдем к вопросам, потому что с этим как раз Мгм. связан мой вопрос, потому что ты у нас занимаешься ну, очень такими важными вопросами. У тебя помимо психотерапии еще есть судебные экспертизы. А, Ты у нас мама двоих детей, у тебя есть муж, ты живешь Атайнимен, плюс у тебя очень много курсов сейчас, вот, ну, в последнее время, вот это в 2020 году, сколько тебя я вот вижу, смотрю, в пространстве именно казахстанском, то есть очень много курсов ты Мгм. проводишь, плюс у тебя сейчас интересные темы групповых терапий проходят. Еще у тебя насколько я знаю, на июнь вообще нет свободных мест уже прописано, расписано все. И вот расскажи, пожалуйста, вот как ты все это успеваешь? И можно сразу объединить с вопросом про твой бэкграунд, то есть как ты достигла такого уровня, где ты обучалась, не знаю, какой-то там свой карьерный путь, возможно, опишешь, или вот как тебе Мгм. этот вопрос видится, можешь как-то рассказать Ну да. о себе? Мгм. Ну, я начинала, я всегда говорю, вот, я никогда не скрываю. Я по первому своему образованию юрист, вот. И я о психологии задумалась в тот момент, когда я в 21 год получила инсульт. Вот. М, Когда я получила инсульт, 21 год. 21 год я получила инсульт. И в этот момент, это было в августе, летом, нет, не в 21, 2008, получается, 22 года. В августе это было, видишь, уже Все старею. равно это рано. Да, очень рано. И в этот момент я думала о том, что как вот происходит так, ну я же юрист, вот, как происходит, причем успешный юрист, причем я очень рано окончила школу, вот я уже в 20 лет институт окончила, вот, у меня было 2 года опыта в хорошей юридической компании. И тогда я задумалась о том, что вот как так происходит, что кто-то даже не начинает свой путь, вот, 22 Мгм, года, а кто-то уже успел не только купить квартиру, но и получить инсульт. Вот. мгм. И, наверное, это про такой тяжелый жизненный путь. Я ребенок интернатный, я ребенок общежитный. Вот. Ну, здесь мы с тобой похожи. Да, Мгм, и вот, когда я искала ответ на этот вопрос, вот, я тогда уже училась на своей первой магистратуре, вот, нет, не училась, я поступила, вот, мгм, поступила, а, и я решила исследовать тему личность преступника, вот, криминологическую антропологию, и мгм, тогда начался мой путь в личность человека, в человековедении. И а, я в психологию пришла через тему, как человек выбирает деструктивное поведение. мгм, Вот. Работу я написала на базе кафедры психиатрии и наркологии под руководством кандидата медицинских наук Айжан Калибековны. Вот, и криминолога покойного Казиса Сарбаевича Мулина. Вот. мгм, Вот после этого я уже поступила на факультет психологии, после этого поступила в аспирантуру, поступила в магистратуру по психологии, и у меня вот юридическое, психологическое такое образование было вот вместе. Вместе. мгм. Ну, Гуль, прости, И пожалуйста, у тебя там такой звук, микрофон трется как будто. так, микрофон трется, да. Микрофон точно Да, вот. трется. Мгм, Мгм. мгм, Вот, и занималась
больше изначально вопросами судебной экспертизы. Судебной экспертизы. Ну, судебная экспертиза это в гражданском и в уголовном процессах происходит. Потом получила образование по... Это профессиональная переподготовка, такая международная программа, называется соматическая процессуальная психотерапия психической травмы. Вот, 1,5 года. Сейчас вот 3-й год начинается по экзистенциальному анализу и логотерапии. Вот, одновременно разные, вот у нас наши психологи всегда учатся, разные курсы, я уже, знаешь, их не вспоминаю, не помню. Ну, в смысле, это по кризисам, где-то полгода, это и работа с утратой. Вот на Вот. кризисах Ну, мы с тобой встретились, получается. нет, мы не на кризисах встретились, мы с тобой Нет, мы по на работе с аутоагрессией аутоагрессии. встретились. Все, вспомнила, Да, да. ну, то есть мы же как-то по полгода аутоагрессия, полгода там экзистенциальные кризисы, потом, ну, в основном как бы вот, свое образование я получала в России. Мгм. Вот. Это И высшая ты, школа, получается, да, расскажи еще раз. Высшая школа ну, чего? это вот, получается, высшая школа экономики, это Мгм. Московский гештальт-институт, это Калужский государственный университет, это Сербский, это Сибирский институт экзистенциальной психотерапии. Вот. Ну, то есть потом в Санкт-Петербурге несколько курсов проходила. И вот их много, множество. Мне кажется, психологи это народ, который все время учится. Я поняла. Ну, Вот. ты, получается, в основном рекомендуешь образование получать с России. Ну, вот, так как ты же выбирала именно тут там учиться на психолога и Знаешь, повышать. Жедра, вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что я, правда, кроме Гульзат тут никого не знаю. Вот. Ну, я Мгм. скажу, это Гульзат, это председатель Союза психологов Казахстана. Мгм. Мгм. Вот я Асанова. знаю, да, я, в принципе, сейчас только знакомлюсь. Ну, вот я, например, знаю своих коллег, нескольких судебных экспертов. Ну, в основном это из Института судебной экспертизы. Вот. Таких психологов я знаю очень мало. Очень Мгм. мало. В основном это, наверное, вот Гульзата коллеги, гештальтисты, наверное. Почему не здесь? Потому что в Казахстане психология представлена в рамках педагогики. Мгм. Вот. А психотерапия– это иная отрасль. Иная отрасль. Практически Мгм. иная отрасль. Это не педагогика, это не Советский Союз. Вот. В котором психология была представлена для исправления преступника, вот, либо в педагогике, чтобы человек стал членом общества. Вот. То есть Мгм. до Мгм. сих пор как-то очень много в этом направлении у нас психология не столько развивается, как-то вот стоит на одном месте. Вот. Мгм. Я имею в виду в академической среде. Вот. Мгм. А я не знаю, где учат в казахстанских вузах психотерапии, где учат практическим вопросам психотерапии. Все это я не знаю, только лишь из-за этого. Вот. В этой связи основное образование, я думаю, на постсоветском пространстве получают либо в Москве, ну вот в России, либо в Украине. Мгм. Вот. Ну и сейчас, получается, по групповой психотерапии я учусь у литовского экзистенциального психотерапевта вот, из Риги. Мгм. Вот. Ну, как-то так. Мгм. Хорошо, я у тебя все подробно. Как я успеваю, да, Да. со своими 2 детьми, мужем и дома? Да никак. Мгм. Никак не успеваю. Мгм. Ну, никак не Ну, успеваю. Что я могу сказать? у тебя бешеный график, да. У тебя прям забито все.
Мгм. С 8 до Единственное, я 8. думаю, что... Да, единственное, что... Нет, не с 8. Я работаю с 8:30. Мгм. Хорошо. Единственное, я могу сказать, что, наверное, когда Бог отправлял мне в своем экзистенциальном первом кризисе мой инсульт, он тогда, наверное, так скажем, Мгм. приготовил очень много сюрпризов, хорошего мужа, хороших детей, эм, хорошего свекра и свекрови. Вот. Примерно так понимается. Мне Мгм. как-то с ними очень вот хорошо и везет. Круто. Хорошо. Мгм. Тогда я перехожу к следующему вопросу. А, вот очень часто меня волновал этот вопрос, и моих знакомых это волнует вопрос. А, вот самый первый вопрос, почему так дорого ходить к психологу? Ну, это не тебе вопрос сейчас, а больше вот какую цену психолог должен ставить в своей работе, и почему это не должно быть так дешево, как все люди хотят? Что-то я Мгм. приостановилась. Да. Вот было бы Ну, это 4 вопрос или я 5 услышала. тысяч, я бы пошла. Ага. Еще это, наверное, связано с тем, что здесь сразу можно такой вопрос добавить тоже. У нас в Казахстане, к сожалению, психологи смешиваются с астрологами, нумерологами, ну, с эзотерическими направлениями, которых, к сожалению, у нас очень много, и их клиентов тоже очень много, потому что, ну, в это верят, что это поможет, да, так скажем. И то есть всего совсем вот эти вот понятия и вот уровень понимания, что такое психология, вообще у нас, у казахстанских людей мало. Соответственно, Ну, не понимают, слушай, почему такая цена. вот это не только у простого народа. Мгм. Например, а, вот когда я, ну, сейчас я пишу одну книгу, причем на казахском языке, и знаешь, вот прежде чем определиться вот в каких-то вот как именно в терминологии, да, вот, я очень, мне было очень сложно. Почему? Потому что вот получается, я же изначально юрист, тогда, получается, я начала смотреть нормативные акты и всего остального. То есть, получается, у нас в Казахстане, вот так скажем, в не медицинском направлении так, не столько разрешается, а вот мы можем, психологи, работать в психокоррекции. Вот. Также, Дра, ты тут? Что-то совсем. Мгм. Так, давайте я включу комментарии и спрошу, это у меня или у Жадры? Так, всем все слышно? Мгм. Слышно ли всем? Так, Салтанат слышно, все. Значит, у Жадры. Не у вас, у нее. Мгм, Жадра. Мгм. Слышно, хорошо. Так. Ну, пока Жадра будет делать что-то, вот, я скажу. То есть мы можем работать в психокоррекции, мы можем работать в психологическом консультировании,
психотерапии, то тогда психотерапии, то тогда получается мы ограничены. Мы очень ограничены. Мы ограничены, как будто бы вот получается вот вся вот направление психологии как психотерапия. Так. Психотерапия является исключительно вот как вот направлением медицинской психологии, вот, направлением медицины, вот. Смешиваются понятия, вот как является составной частью именно психиатрии. Ты тут? Ты слышишь меня? Да, что-то не так уже, Трей. Ну, сейчас, надеюсь, как-то что-то случится, что-то изменится. Вот, тогда как будто бы вот психологи очень сильно ограничены в своей деятельности. Вот. Жадра, ты меня слышишь? Ты есть, ты тут? Нет, не слышно. Можно продолжать со следующим вопросом? Нет, я еще не ответила, я очень много отвлекаюсь на тебя. То есть здесь мы говорили о том, что сейчас вот получается, да, очень много неурегулированности, очень много неопределенности, очень много непонятностей в сфере психологии. Вот. Кроме того, что вот не только вот народ не понимает, но и с точки зрения вот государственного регулирования, вот не только делается работа для урегулирования вообще психологии. Вот. На Западе, например, психотерапия – это часть психологии. Например, психологи получают медицинское образование в основном. Ага, вот. Очень, например, психотерапия является вот ведущей такой деятельностью в сфере психологического консультирования. Пока еще в нашей стране очень вот мы на стадии как бы становления. Вот. И очень много вот смешиваются вот эти вот эзотерики, тоже психологи как будто бы, и психологи, и психотерапевты, психологи. Все вот вокруг психологов и психотерапевтов. На самом деле психотерапия занимается с глубинными личностными вопросами. И здесь, получается, во время психотерапии мы конфронтируем, то есть мы выходим напротив всему тому, что уже установилось, что уже имеется. Вот. Тогда вот, например, если, например, Жадре 27 лет, вот, за 27 лет, 28 лет, то тогда, получается, мы конфронтируем со всеми ее особенностями личностными, с ее установками, с ее возможностями, с тем, что с ней стало, вот со всеми этими конфронтируем, чтобы как-то вот корректировать, терапевтировать те составляющие, что мешает Жадре жить. Тогда вот в этом смысле в психологии есть много направлений,
много направлений, и каждый из них опирается на свой метод. Вот являясь, например, экзистенциально направленным психологом, психотерапевтом, я, например, опираюсь на то, что изначально человек, он рожден человеком. И что бы в его жизни не случилось, что бы в его жизни не случилось, он сможет не только лечить, пролечиться, не только раскрыться, но и он может полностью как-то вот преобразоваться, стать тем, кем хочет, установить такие глубокие связи со всеми вот теми данностями, что вот ему даны. А эта работа очень долгая, очень долгая. Вот, например, в психоаналитическом направлении психотерапия продолжается чуть ли не всю жизнь, ну, как минимум 15-20 лет. Это у них вот закономерность. Вот. В гештальт-терапии, например, Ирина Млоди говорит, что до 8 лет. А в терапии психической травмы вот, мы работаем примерно год-полтора. Вот. В экзистенциальном направлении примерно до 3 лет. Тогда вот именно с психическими травмами. Это не столько вот там, допустим, психотерапия, это не разовая консультация. Это всегда продолжительная работа, это конфронтация, это вот встать напротив тому, кем человек стал. Если это кто-то, которым человек стал, мешает ему жить, тогда нужно идти психотерапевтироваться, а для этого необходимо продолжительное время. В отличие от эзотерики, в отличие от нумерологии и других как бы направлений о человеке, вот, наука, я не знаю, можно назвать или нет, да, там, допустим, Ну, это как духовные практики считается. духовные практики. Вот в психотерапии самое главное отличие. Человек опирается на себя. То есть, вот, например, это не психотерапевт лечит. Человек конфронтирует с самим собой, лечится сам и становится сам. Тогда это очень-очень сложно, когда человек вот сам делает работу под даже не руководством, а по направлению психотерапевта. Это очень достаточно сложная работа, чтобы человек согласился на эту работу, должна быть определенная плата за это. Сколько готов человек платить? А ты представь, вот, например, представим, что человек получил психическую травму, ну, достаточно глубокую, и он будет приходить 1 раз в неделю 1000 тенге платить. Как ты думаешь, он будет готов за 1000 тенге работать, встречаться с болью, встречаться со всей своей жизнью? Не будет. Тогда он не будет. Тогда он должен платить столько, сколько для него это возможно. Это с одной стороны. Почему психотерапия дорогая? А с другой стороны, вот уже вот получается сколько лет? 12 лет? 12 лет. Я все время учусь. Это работать с человеком, это непросто. Мы учились работать с тревогой, мы учились работать с утратой, мы учились работать с кризисами, мы учились работать 1,5 года с психотравмой, мы учились работать с разными явлениями, с которыми человек встречается в этой жизни, которые сопровождают жизнь человека. Это отдельное направление, отдельные есть особенности. Тогда это все с учетом того, что здесь не представлено, мы все время куда-то ездим, мы все время где-то учимся. И тогда это стоит и определенных денег. Вот. И в психотерапии психотерапевту год на себя тратить
как минимум 5-10 тысяч долларов. Мгм. Уважающий себе вот психотерапевт тратит столько. На учебу именно. На Не... учебу, не только на учебу, но и кроме этого, уважающий себя психотерапевт, чтобы как-то быть устойчивым рядом с клиентом, он всегда терапевтируется. У него Мгм. системная Да. своя терапия, у И него супервизия. системная супервизия. И Мгм. если все это как-то объединить, и это все не бесплатно, Мгм. тогда это вот, как сказать, это изначально какое-то ремесло, с Мгм. чем психолог занимается, это потом является творчеством. Тогда мы М. все время, как минимум вот лет 10 учимся, терапевтируемся, супервизируемся и так далее. Потом это становится, как у Ялома, как у другого, как Биджентали и так далее, это становится не столько ремеслом, а столько творчеством. Мгм. И только в тот момент, когда это становится творчеством, тогда я могу учить кого-то. Вот. А пока это не стало творчеством, это не стало импровизацией, то до этого времени психотерапевт учится. И в совокупности, вот все эти обстоятельства являются основанием дороговизны психотерапии. Ну, как-то Мгм. так. Спасибо. Ты вот сказала про то, что если в человеке есть что-то, что ему мешает жить, да, Мгм. ну, с чем вот он конфронтирует, и это ему мешает. Это и есть тот самый показатель, почему человеку нужно идти терапевтироваться. Ну, то есть вот он же как бы не согласен больше на меньшее, да, или как сказать. Да, да, наверное, это и есть показатель, потому что, вот, например, бывают такие случаи, когда человек страдает, Мгм. а страдания не являются, ну, то есть страдания не мешают ему жить. Мгм. Ну, вот, например, вот страдание является смыслом жизни. Мгм. Если страдание является смыслом жизни, человек по-другому не может, то тогда Мгм. зачем ему от этого терапевтироваться? Он же Да, смысл жизни потеряет. это как фундамент получается. Да, да. Ясно, спасибо. Так, и следующий вопрос. Кого ты бы порекомендовала из психологов, психотерапевтов в Казахстане? Так, я всегда рекомендую Жадро. Вот. Я сегодня как раз об этом хотела пост написать. Я рекомендую. Ну, ам, Ну, давай я знаю, лучше что ты я меня рекомендуешь, потому что уже ко мне люди приходят по твоей рекомендации. Спасибо тебе за это. Ну, вот пока что я, например, в качестве детского психолога знаю только Ахкуль. Вот. Мгм. Давай лучше оставим это на отдельный пост. И я Хорошо, сегодня-завтра обещаю написать об этом пост. Потому что я хорошо, сейчас не все вспомню, и потом кто-то может обидеться. хорошо. Спасибо. Будем ждать этот пост. Мгм. А, и вот следующий вопрос. Каким, вот здесь читатели, да, есть, которые и терапевтируются, и еще не терапевтируются, еще вот скоро пойду, но вот еще не хватает смелости. И у них вот такой большой вопрос. Как понять, ну вот как мне доверять этому психологу, как Мгм. определить, что этот психолог не то, что мне подходит, а вообще как бы он очень, ну как, вот как ты 12 лет учился, да, до сих пор учится, супервизия у него есть, своя терапия. Вот по каким критериям это можно отобрать или как это видно вообще? Ладно, есть, например, у этого человека Facebook, или он есть на сайте iDoctor.kz, да, у него там есть отзывы, возможно. Но кроме этого, вот, хорошо, вот я посмотрела, вот есть она в Фейсбуке, у нее там такое-то образование, а дальше что? Слушай, вот ты знаешь, по отзывам я не совсем доверяю.
Мгм. я тебе... Это не в медицине, это в психологии. Почему? Мгм. Вот если, например, посмотреть мою страницу или вообще в целом анализировать, я никогда не выставляю отзыв клиента. Да, заметила. Я никогда не доверяю отзыву клиента. Мгм. Вот. Почему? Ну, Потому потому что что ты говорила, что клиент сам себе помогает, а нет, там он не пишет. потому Нет, не что, не поэтому? потому что, Мгм. нет. Потому что вот смотри, тут сидит Жадра, тут сидит Нургуль. У них у обоих разные глаза, Мгм. разные сердца и разные ощущения, разные чувства. Вот. Мгм. И каждый прожил очень абсолютно разный свой жизненный путь. У каждого свой метод работы, например, да? Вот. Мгм. А теперь посмотри. Вот пришел, значит, ко мне человек, молодой человек. Мгм. И у него свои жизненные силы, свои стремления, свои возможности. Мгм. Вот, например, вот это удивительный случай, когда я с психической травмой, мы с клиентом справились за 4 сеанса. Ты представляешь? Это Мгм. в моей практике впервые. С Мгм. психической травмой мы работаем не менее 7 месяцев. Мгм. Это вот в 7 лет, это факт насилия. Мы справились за 4 сеанса. Мгм. Это невероятно. Я Мгм. думала, в чем же секрет? А секрет весь в том, что человек пришел еще в своем экзистенциальном кризисе в 45 лет. Мгм. Он фрустрирован не только мной, еще и своим кризисом. М. Он просто вот не работать нет смысла. Он устал уже, М. понимаешь? Тогда он со своей травмой справилась, она, за 4 сеанса. Это Ага. невероятнейший случай. А Что есть, другим например, отступать некуда было у нее. да, да, да. А есть Мгм. клиенты с такой же травмой, мы работаем 7 месяцев. Здесь речь не идет о моей компетентности или некомпетентности. Здесь речь идет о готовности, о возможности клиента. А ты представь, вот Мгм. этот клиент, например, скажет, что за 4 сеанса она вот избавилась от своей травмы. Но Мгм. это же будет неправда. Да. То есть это Понимаешь? А если неприемлемо кто-то, для других, да, может быть. кто-то скажет, что за 7 месяцев, это тоже будет неприемлемо. Тогда получается, в Мгм. тот момент, когда я буду использовать отзывы, тогда я ставлю крест на человеке, ставлю крест на клиенте. Тогда Мгм. я не имею права использовать. Ты представляешь, это вот отдельная, вот я всегда говорю, каждый человек отдельная психология. Каждый Мгм. человек отдельная психология. Мгм. Тогда получается, что нам необходимо отдельный подход к каждому, отдельный Мгм. подход. Тогда вот я даже не знаю, вот как узнать своего психотерапевта. Вот как-то мне так кажется, что здесь вопрос даже не в психотерапевте, здесь вопрос в желании клиента. Мгм. Психотерапевтироваться можно и кошкой рядом проходящей. Мгм. То есть если у клиента есть желание, если прежде чем идти, я думаю, что сначала необходимо как-то вот, если кто-то рекомендует, надо посмотреть. Вот, например, экзистенциального толка психотерапевты, они церемониться вообще не любят. Потому что Мгм. самый главный принцип экзистенциальной психотерапии – это ограниченность бытия, то есть ограниченность жизни. Мне, например, Мгм. наплевать, хочет клиент работать, не хочет клиент работать. Я буду много фрустрировать. Я буду очень честна. Больше Мгм. 15 минут я не ожидаю, например. Потому Мгм. что жизнь наша ограничена.
кроме того, если я работаю психотерапевтом, если я вижу в этом смысл, тогда я вижу смысл в том, чтобы излечиться, а не вот так вот ходить, на полчаса опаздывая. И каждый раз, вот, например, в этом смысле экзистенциальная психотерапия очень-очень жесткая. Если такой не подходит, человек изначально, например, встретился с жесткостью мира, что, например, мир не подписывался быть бережным, да? Вот, устал от небережности и жесткости, то тогда нужно идти как-то вот побережнее, там, арт-терапия или там и другие направления более бережные, более гуманистического такого какого-то вот толка. Ну вот как-то так. Так что я не знаю, каким образом психолога. Это не кроссовки, а дети посмотреть. Все, Это два спасибо. человека. Мгм. Понятно. Хорошо. И вот следующий вопрос. Будет ли орган или какая-то организация или какая-то фирма какая-то, не знаю, или при министерстве каком-нибудь это будет, в общем, организация, которая будет контролировать или лицензировать, или проверять, я не знаю, вот деятельность психотерапевтов, психологов у нас в Казахстане? Это ты задай вопрос Гульзат. Гульзат у Я нас, ей этот вопрос задавала год назад. Она сказала, мы над этим работаем. она работает, потому что это человек, который работает над становлением казахской психологии, так что, думаю, она больше ответит. Я больше занимаюсь психотерапией, я больше занимаюсь методологическими вопросами. Вот, но ко мне вопросы только такие. Мгм. Хорошо. Ну, есть надежда, как думаешь? Знаешь, так дело продолжаться быть не может. Так уже нельзя, да. Так уже нельзя. А это Мгм. однозначно. Вот. Мгм. А, я думаю, как-то вот, когда народ устанет от псевдопсихологии, Мгм. то к этому моменту мы должны подготовить по-настоящему истинных психологов. Мгм. Я думаю, ты над И этим уже работаешь. я работаю над этим. Мгм. Хорошо. А, Следующий вопрос. Работаешь ли ты с людьми, у которых психиатрический диагноз? На нарушение, говорят, нарушение, достигшее психотического уровня. Да, нарушение, достигшее психотического уровня. Мгм. И вообще, как у нас с психиатрией в Казахстане дела обстоят? Я 2 года больше работала с ними в направлении мониторинга. Вот, я ходила в психиатрические именно вот учреждения, вот как бы вот в целях мониторинга. Вот. Мгм. Это было одно направление. Сейчас я не работаю так. А, С такими клиентами я работаю Мгм. в 2 направлениях. Первое, когда отправляет психиатр. Когда отправляет психиатр. Мгм. Тогда это вот получается монотерапия плюс моя психотерапия. В основном это Мгм. бывает при утрате, при утрате, когда кто-то что-то потерял. Вот. Зависимости. Есть еще, знаешь, вот за полгода, что я работаю с казахской Аудитории? аудиторией, да, вот с клиентами казахской, как тут, извините, ну вот, в общем, с казахами, именно вот казахскоязычными. Мгм. Я всегда говорю, ко мне приходят с 2 этими диагнозами, Мгм. в том числе подтвержденные. Это Мгм. первый жанр 3.
Мгм. Это біріншісі жын кіріп кетті ішіне. Мгм. Вот, а я не знаю, как это вот перевести. Второе шизофрения. Мгм. Вот. Третье шайтан азғырды. Это я Мгм. тоже не могу перевести. Без попутал, наверное, шайтан азғырды, да? Ну да, сатана. Да, я Вот. тоже как-то только это слово могу перевести. Ага. Ну, в общем, шизофрения, шайтан азғырды и жын кіріп кетті. Ага. Вот. И ты знаешь, вот я не знаю, что это такое, да, вот я не знаю, причем с подтвержденными диагнозами шизофрении. Вот. Мгм. Знаешь, элементарно непроработанная утрата. То есть, вот, Мгм. например, женщина потеряла ребенка, или женщина, там, допустим, ну, как-то вот в каком-то таком кризисе, вот знаешь, вот даже не психические травмы, Мгм. вот обычные такие явления, с которыми, например, можно было бы как-то вот поработать психологу, ну, квалифицированному, да, в смысле. А я не знаю, что за мода, всем ставят вот так вот шизофрению. Тогда вот получается, ведь каждый раз, когда задают мне вопросы, работаю ли я с клиентами, достигшими, там, с нарушениями, достигшими психотического уровня, я говорю, это подтвержденный диагноз. Мгм. Если это подтвержденный диагноз, надо посмотреть. То есть даже Даже если это подтвержденный диагноз, то еще среди, вопрос, что это среди вообще, да. подтвержденных диагнозов почему-то я пока еще не встречала шизофрению. Ужас. Вот. А я не знаю, либо это Жангарды, либо шизофрения, либо шайтан-азгард. Что за беда, я не знаю. Вот. Вот как-то так. Так что я опять, ты знаешь, вот невозможно ответить точно. Потому что, да, работаю, но другой вопрос, пока еще не встречала их. Даже среди подтвержденных диагнозов. Хотя я диагност. В смысле, я же судебный эксперт. Вот. Это говорит о том, что у нас психиатры не умеют диагнозы ставить или что? Нет, это не говорит о том, что психиатры диагнозы ставят. Это говорит о том, что сейчас не все хотят работать психиатрами. У нас недостаток психиатров. А, У нас мгм, психиатров очень мало. мгм. Вообще у нас с этими нарушениями очень вообще сложно. Все очень сложно. Всё, что Специалистов непонятно, нет, да. ставят шизофрению и все, да, и лечат. Ну, психоз там. Мгм. Даже Ясно. здесь вопрос, например, как катарсис отличить от аффекта Мгм. или какого-то такого психотического, какого-то такого проявления. Тоже вопрос. Ну, здесь очень много своих вопросов, так что я работаю, но прежде чем, конечно, я разговариваю, и, ну, зачастую бывает, что не все подтверждается. Мгм. Хорошо. А, так, над чем ты сейчас еще работаешь? Вот ты столько всего у тебя и так-то есть, еще ты не успеваешь, но при этом ты говоришь, что ты уже работаешь над тем, чтобы когда людям захочется к нормальным, нет, нормальным, к более квалифицированным психологам ходить, к этому времени ты уже будешь готова, то есть у тебя будет команда психологов. Знаешь, мне очень повезло с моими учителями. Мгм. А, Вот самый мой первый учитель, он преподаватель философии, он меня повез за свои деньги на Олимпиаду. Вот. Мгм. Я помню, я выиграла первое место, и вот он привез, то есть он как-то очень по-отцовски, тогда ему уже было очень много лет. Вот.
И потом, когда я училась в аспирантуре, вот он кандидат психологических наук, он, кстати, нашего экспертизу делал нашего Джумагалиева, вот, Мгм. Николая. И он мне, я как-то у него спросила, счастлив ли он тогда мне ответил, он очень счастлив. Мгм. Я не могла понять, я же тогда молодая еще, я не могла понять, как он счастлив, если у него был единственный сын, и он скончался. Вот когда он Мгм. женился, он скончался, даже у него нету внука. Мгм. Меня поразил его ответ, почему он счастлив. Если у него нету ни ребенка, ну вот продолжение, это же какое-то такое мое, казахское, Мгм. а, его ответ меня так поразил, и тогда он сказал, что он, ему кажется, что он развернул свою жизнь так, как он хотел, он прожил так, как он хотел. Мгм. И его счастье не зависит от того, что у него же был ребенок. Мгм. Да, он скончался, но он и был отцом, и мужем, и ученым, и психологом. И я никогда не забуду этот разговор. Тогда он мне еще говорил о том, что вообще психологам лучше заниматься живыми диссертациями. Да, ты Вот. говорила про Левишу. Или Алешу в целом живыми диссертациями, имея в виду человека, Мгм. что это настоящее счастье, это настоящий смысл. И мой второй учитель, он руководитель вот центра, единственного в СНГ, который готовит судебных психологов, Вали Фатехович. И он говорил мне вот, он говорит и говорил мне вот так, что ему немного под 70, он очень много работает, и он говорил мне, что ему настолько интересно жить, что он не понимает, то ли он работает, то ли он живет. Он работает примерно с 5-6 утра. Мгм. Вот. Это было точно 3 года назад. Мгм. И знаешь, вот мне, конечно, не под 70, но сейчас я понимаю, что я не различаю, не понимаю составляющие своей жизни. М. Это все как будто бы вся моя жизнь. Все одно. Мгм. Да, то есть когда я, например, учу, как работать с психической травмой, это же моя жизнь сейчас проходит. Тогда Мгм. я реализую, разворачиваю тут свою жизнь. Когда я, например, со своими детьми, также я разворачиваю свою жизнь. Когда я с клиентами или с кем-то, тогда вот как будто бы, знаешь, вот есть и отдых, есть как будто бы и моя жизнь, и я как будто бы все время занята разворачиванием своей жизни. Вот Мгм. мне, например, захотелось писать на казахском языке книгу. Да, Мгм. я этим занимаюсь с 6 до 8 утра, когда все спят. Мгм. Или там, допустим, днем психотерапии. Мгм. Ну, вот как-то так. То есть у меня нет ощущения, что я работаю или я что-то успеваю, не успеваю. У меня есть ощущение, что я разворачиваю тут свою жизнь. Круто. Прям, блин. Хочется тоже такого уровня достичь. Надеюсь, когда-нибудь. А, Блин, ну после этого вопроса больше ничего не хочется задавать. Ну, у нас и осталось 4 минуты. Да? Последний вопрос, это, в принципе, можно будет потом на следующем, точнее, даже тут 3 вопроса осталось, на следующем прямом эфире. Мгм. Спасибо тебе большое.
Нет, Или... ты задавай, я быстрее отвечу. Ну Ну, что давай, тут хорошо. говорить, да. Вот, последний вопрос. Я знаю, что мы с тобой это лично обсуждали и на супервизии, и так, когда встречались. Почему психологу нельзя вмешиваться в вопросы религии, а с вопросами веры можно? Я почему задаю этот вопрос? Потому что у меня есть знакомые, к сожалению, психологи, которые очень много опираются именно на ислам, то есть вот что это Аллах, там, например, тебя наказал, или это нужно вот так, или это потому что вот так, и объяснение находят оттуда. И вот в этом моменте у меня нет достаточно сил, наверное, чтобы их как-то, не знаю, ну, типа, чем вы вообще занимаетесь, что это такое, почему вы этим занимаетесь? То есть, Ну, есть этический слушай, кодекс ага. Ну вот смотри, вот если бы психология была бы частью религии, то тогда это называлось бы религиозной психологией, да, например, Мгм, мгм, или психологические религии, там, не знаю. А, Изначально это два разных направления, религия и психология. Ну вот, мгм, например, что кардиология занимается человеком. мгм. Но мы же не можем кардиологию включить в психологию. Не Да. можем. Также и здесь. Мгм, Религия занимается своим делом, психология мгм, занимается своим делом. мгм, Тогда вот здесь еще один момент, скорее больше всего, нам необходимо заниматься душой человека и самим человеком, мгм, и не включать сюда, в какой форме ему необходимо жить. То есть мгм. мы должны отойти от правил, а в религии и традициях очень много правил. Да. А когда клиент приходит к нам необходимо видеть его персональность, его вот эту вот индивидуальность, Аутентичность, да. ну, прийти к аутентичности, да, например. Мгм, А этому, возможно, иногда мешает какие-то правила. мгм, Вот. Тогда получается, это не означает, что мы не должны быть религиозными или нерелигиозными. Это мгм, означает, что свои верования и свои вопросы нам необходимо оставить при себе, мгм, а клиенту работать с его вопросами. мгм. И так, знаешь, Коршуном Баласа и всего остального, и так в его жизни было Много. очень-очень много правил, очень Мгм, много установок. Если тогда вот эти правила, установки, они будут продолжаться еще и с нашей стороны, то тогда клиенту уже некуда пойти. И мгм, в этой связи мы работаем с надеждой, мы сработаем с его верой, мы работаем с его потребностями, но мы не работаем с той частью, где есть догматические принципы. У нас осталось 2 минуты, ты можешь успеть один вопрос задать. А вот Роза один вопрос мне в комментарии оставила. Мгм. Вот как узнать, что человеку нужно терапевтироваться, и чем отличается экзистенциальная психотерапия от традиционной? Экзистенциальная психотерапия занимается тем, что не признает всякие конструкты. То есть ни личностью, ни успехами, ни подсознанием, сознанием, бессознательным и так далее. Экзистенциальная психотерапия занимается исключительно проблемами человека. И с Целостность. целостностью. Экзистенциальная Мгм, психотерапия занимается отношениями. мгм, Отношениями с самим собой, с другим. Экзистенциальная мгм, психотерапия говорит о том, что если травмы получены в отношениях я и ты, я и оно, тогда получается, нам необходимо лечить отношениями. Тогда экзистенциальный психотерапевт, в отличие от арт-терапевта, лечит собой, мгм, своими отношениями, собой лечит клиента.
и между ними устанавливаются отношения. Но Мгм. ни в коем случае никаких